Программа «Солям» продолжается, ну и, как обычно, мы говорим про самые актуальные темы, я бы даже сказал, наболевшие темы. Тема домашнего насилия. Сегодня мы ее затронем вместе с нашими гостями. Это Александра Кабанова, пресс-секретарь Республиканского ресурсного центра «Семья». Доброе утро. Доброе утро. И Роман Прошкин, фитнес-директор спортивного клуба «Легенда». Доброе утро. Доброе утро. Слушайте, ну, тему нашей беседы я уже объявил. Это домашнее насилие. Давайте поговорим более конкретно, что именно мы будем обсуждать. Как женщина может отложить сковородку и скалку и воздействовать на мужчину другими способами, это, понимаю, возможно. Возможно, я ошибаюсь. Саша, скажи, пожалуйста. Максимыч, всегда ты подводишь и уходишь. уходишь, да, от темы. Но, скажем так, насилие – это вообще проблема огромная, проблема очень страшная. Я бы сказала, и проблема для России всеобъемлющая. Это не всегда насилие только мужчин над женщиной, да, это бывает и насилие взрослых над детьми, и насилие детей, взрослых уже над своими, например, пожилыми родителями, и бывает и насилие над мужчинами, но редко, конечно. Зачастую, к сожалению, это насилие применения физической силы, моральное насилие, материальное и сексуализированное в сторону женщины. Просто такова статистика. Мужчины страдают реже всего. Конечно. Ну, судя по тому, как ты перечисляла сейчас. Женщины, дети, потом родители, а потом уже мужчины, то иногда. Да, да, случается, Какие но основные зачастую причины? женщины. Ну, почему женщины страдают? Из-за чего? Есть какие-то, вот, допустим, что вот мужик хочет себя проявить хозяином в доме, и поэтому выражает свою физическую, так скажем, превосходство физическое над женщиной? Ну, к сожалению, да. Можно говорить вообще целый эфир и целый день на эту тему. Зачастую это, конечно, какие-то, ну, скажем так, не врожденные, а это черты характера. То есть для всех эта тема как будто бы такая уже попсовая, но если углубляться, она намного серьезнее, да, есть жертвы, есть действительно тираны и преследователи, плюс, когда женщина попадает в зависимость полную, это уже даже не созависимость, а зависимость, в большинстве случаев финансовая. Треть, даже больше половины случаев домашнего насилия основываются на том, что женщина зависима финансово, плюс еще что-то накладывается. Возможно, да, утрирую очень случай. Вот она была очень юная, сразу после школы, даже не поступив в вуз, выскочила замуж, родила деток. И как будто бы все было хорошо, хотя с самого начала там, да, были звоночки какие-то. И как по цепочке все завязалось в клубок. И что? У нее нет образования, нет работы, и ей уже кажется, куда же она уйдет. Вот никогда в жизни не стоит так думать. Если что-то подвергает опасности вашу жизнь и жизнь ваших детей, нужно собирать ноги в руки в ноги, складывать очень быстро тревожный чемоданчик, минимально документы, ключи, какие-то деньги, там, не знаю, какие есть, возможно. Дети? Дети, естественно, и бежать. Никогда не надо думать, что ты там сама не справишься и не выживешь. Беги, восстанавливай свою судьбу, свою жизнь, и все будет лучше. Ну, естественно, мы в этом поможем, если вдруг ситуация какая-то совсем критическая. Можно обратиться в ваш ресурсный центр «Семья». Конечно, конечно. Хорошо. Роман, хочется послушать вашу версию. Вы человек женатый? Разведенный. Разведенный? Да. Неловкая пауза. Вот и закончилась запись. Я так понял, мне лучше так сегодня. Вот. И такое ощущение, что сейчас начинается программа «Окна», раз уж я взял микрофон. Ром, ну вот скажи, пожалуйста, как у тебя было в семье? Понятное дело, что мы сейчас не влазим, да, в какие-то там свои моменты, да, бытовые, возможно, или еще что-то. Но, тем не менее, в вашей семье как это было обстояло? На самом деле, я считаю, что нужно уметь находить общий диалог. Если люди взрослые, грамотные, воспитанные, то я думаю, что конфликтной ситуации происходить не может. Но если действительно конфликтные ситуации происходят, вот как раз-таки наш спортивный клуб организовал для кризисного центра проект самообороны. На самом деле я считаю, что это уникальный проект в своем роде, потому что ранее мы с таким не сталкивались, когда работает несколько тренеров, работают психологи. И наша основная задача – это повышение ресурсности, повышение уверенности в себе и выстраивание личных границ для женщин. И умение их отстаивать. Потому что действительно проблема давления женщин, проблема угнетения женщин – это проблема номер один. Женщины страдают больше, чем мужчины, я так понимаю. В основном. Слушайте, ну какие методы, как это происходит, вот, обучение женщины? То есть вы ее начинаете физически тренировать? Работает команда психологов, которая объясняет, да, что делать, как воздействовать на мужчин. Есть какой-то определенный, так скажем, один шаблон, по которому вы обучаете? Или якобы каждая женщина там своеобразный подход? Сейчас расскажем, да. Ну, пока это, грубо говоря, пилотный проект. Обкатываем, смотрим, что и как. На самом деле это уникальная методология, потому что девушки приходят, и первое, что они испытывают, это стресс.
И наши Конечно. условия клуба, они позволяют этот стресс снять. Во-первых, у нас представлены все виды групповых Это как? программ. Вы даете игрушу, она вешает туда фотографию мужа и начинаете ее колотить? Это очень хороший на самом Один из деле. методов, ребята, дарю. Лайфхак. Спасибо, сразу записываем. На самом деле нет. За счет укрепления физического состояния, за счет повышения здоровья, женщина начинает ощущать, во-первых, переключается, во-вторых, ощущает в себе силы. И затем мы накладываем на это элементы боевых искусств. Я сам мастер спорта по восточным боевым единоборствам, поэтому я в этом хорошо разбираюсь. И я скажу так, что мы не учим женщин драться, мы не учим насилию. Мы Давайте будем честны. Во-первых, какая бы женщина ни была бы сильна, она все равно будет слабее мужчины в любом случае. Это физиология. Вы абсолютно правы. Поэтому наша основная задача – это воспитать в себе уверенность, чувство собственного достоинства. Я считаю, что это самое главное. Абсолютно согласна. Это физическая нагрузка, при которой происходит психологическая разгрузка, во-первых, да. Плюс это осознание того, что жизнь, скажем так, полноценная, да, здоровая, она есть. Через наполнение ресурсами, силами себя наполняешь свою жизнь. Плюс, как бы там ни было, девушки приходят в клуб, наблюдают, да, на какие-то позитивные примеры. Там очень много мальчиков, чемпионов, спортсменов. И это очень достойные парни, мужчины. И именно такие примеры нужно видеть. Да, не то, что они видели до этого в жизни, а вот это. Я так понимаю, знакомство с такими мастерами спорта, единоборств, это знакомство, и приходишь домой, как только начинаются какие-то вопросы, она такая: Роме, позвоню, сейчас вот один звонок. То есть, соответственно, уверенность растет за счет того, что появляется новое знакомство. Ром, смотри, я предлагаю, у нас не так много времени осталось, да, до конца эфира, мы же можем что-то продемонстрировать, но какие-то вот, скажем так, базовые, может быть, элементы, да, самозащиты для женщины, скажем так. Давайте попробуем, у нас даже сегодня есть отдельный подобный человек, Мария. Доброе утро. Роман везде ходит со своими, так скажем, чтобы не навредить. На самом деле все предельно просто. Я покажу самый базовый, простой прием, Мария. Если вас хватает мужчина и пытается тянуть на себя, задача, как и в любой цепочке, самое слабое звено, мы его выявляем, разворачиваем руку и тянем на себя, сгибаем руку. И поэтому я хватаю Марию, тяну, оп, и она вырывается. Все предельно просто. Самое главное, помните, не вызывайте агрессию. Старайтесь максимально снизить уровень стресса, уровень нагрузки и не вступайте в конфликт. Если у вас есть вариант уйти, убежать, используйте его. А если вариант подложить что-то под руку? Чтобы ты понимаешь, если вдруг возможен конфликт, пускай скалка полежит рядом, мало ли. Пусть лучше действительно рядом находится человек, который о вас будет заботиться. И не связывайте свою судьбу с подобными людьми. Ты так посмотрел на меня сейчас? С подобными людьми. Я неплохой, я не тиран, скажу сразу. Я просто весельчак и веселый шутник. Хорошо. Ром, ну я так понимаю, из всего, что вот мы сейчас обсудили, самое лучшее, девчонки, вот совет Роман правильно сказал. Во-первых, не нужно доводить до этого, это раз. Ну, нужно окружать себя правильными людьми, чтобы до такого вообще в принципе не доходило. Ну и самое лучшее, как говорится, победа не в бою, а победа, избежав сражения. Конечно, самая лучшая профилактика, на это и нацелен проект в том числе. Сейчас вот мы осенью поймем, как все это строить, как будет продолжаться наш проект. Ну, откроем маленький секрет. Мы пишем грант, совместный ресурсный центр и Федерация функционального многоборья. И если мы выиграем грант, дай бог, держите за нас кулачки, то проект получит еще больше развития, естественно. Ну, а я очень благодарна, в свою очередь, клубу «Легенда». Принесла вообще для всех маленькие подарочки. Я прежде чем мы придем к подаркам, как вот те, кто сейчас зрители нас посмотрели и захотят обратиться к вам, да, может поучиться, может за какой-то помощью, там, физической, да, психологической, как куда обращаться-то в итоге? На самом деле, 30 и 31 октября мы проводим большой праздник, будет посвящен Хэллоуину, где каждый желающий может прийти. Мы будем проводить тренировки, это будет в виде соревнований. Поэтому обратиться можно... Среди женщин? Абсолютно среди всех. Среди у нас гендерных ограничений нет. Поэтому мы помогаем и мужчинам, и женщинам. Мужчинам снять агрессию, снять какую-то нагрузку, стресс. Женщинам точно так же снять нагрузку, снять стресс и плюс ко всему получить еще уверенность в себе. Поэтому я приглашаю вас, приглашаю дорогих телезрителей 30-31 октября на праздник Хэллоуин, клуб «Легенда».
Клуб «Легенда», который находится в Уфе по адресу на всякий Ростовская, 18Б. Ростовская, 18Б. Теперь перейдем к приятной части. Подарки. Очень приятный, да. Ну и можно писать в социальные сети. Ресурсный центр «Семья», спортивный клуб «Легенда». У нас очень активные соцсети, и мы там очень быстро отвечаем. Саша, 30 секунд буквально осталось. Хорошо. Что мы там успеваем? Подарки – это подарок в честь нашей теплой дружбы и плодотворного сотрудничества клубу «Легенда». Вот эта книга «Больная любовь» о Спасибо сложных большое. отношениях. Ну и небольшой подарочек я захватила Сиевушу. Ну и второй достанется нашей помощнице Марии. Спасибо большое. Спасибо большое. Друзья, берегите себя, любите друг друга, ну и пусть любовь вас торжествует, да, и никакого насилия в доме, не дай бог. Спасибо большое. Александра Кабанова, Роман Прошкин были у нас в гостях. Вот, далее короткий выпуск рекламы, новостей. Я передаю слово нашим коллегам. Скоро увидимся.